Здравствуйте. Мы продолжаем серию интервью с кандидатами в президенты Республики Абхазия. Согласно жеребьевке Центра избиркома, сегодняшнее эфирное время предоставлено Леониду Дзябшба. Леонид Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. С вашего позволения, коротко ознакомлю наших телезрителей с сегодняшним форматом встречи. У нас с вами предусмотрено интервью в 40 минут, из которых за 3 минуты до завершения нашей основной беседы будет блиц. Это 7 вопросов и ваших коротких ответов. Потом останется время для обращения. Прежде чем мы начнем беседу, ознакомим наших телезрителей с вашей биографией. Если вы не против, давайте ознакомимся с вашей биографией. С удовольствием. Пожалуйста. Дзябшба Леонид Юрьевич родился 3 февраля 1961 года в селе Бармыч Гудаутского района. В 1975 году окончил среднюю школу номер 2 села Орджоникидзе Гудаутского района. В 1980 году служил в советской армии в Германии. В 1983 году окончил Чебоксарскую школу милиции. С 1983 по 1990 годы работал в УВД Томской облсполкома. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения уголовного розыска. В 1991 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, Академию Российской Федерации. В 1991 году был переведен в МВД Абхазской АССР на должность старшего оперуполномоченного УУР МВД Абхазской АССР. В 1993 году был начальником оперативного реагирования МВД РА. В 1993 году назначен начальником УВД города Сухум военный комендант. В 1995 году назначен заместителем министра ВД РА. В 1996 году переведен заместителем председателя службы госбезопасности Республики Абхазия. С 2002 по 2008 годы назначен первым заместителем министра по налогам и сборам Республики Абхазия. С 2002 по 2011 годы президент Федерации футбола Абхазии. В январе 2011 года был назначен министром ВД РА. В 2013 году учредитель общественной организации «Общегражданский союз Абхазии» за законность, стабильность и демократию. В 2015 году назначен министром ВД РА с присвоением звания генерал-лейтенант милиции. С 2016 по 2019 годы советник президента по взаимодействию с правоохранительными органами республики. С 2019 года председатель республиканской политической партии Акзара. Женат, отец 5 детей. Леонид Юрьевич, приступим к беседе. Не могу не обратить внимание на то, что вы пришли к нам сегодня в студию в национальном костюме. Расскажите вообще, как часто вы надеваете национальную одежду и, как правило, какие это поводы? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Шикарный вопрос. Я родился в традиционной семье, я абхаз. Люблю чтить наши обычаи, традиции. Я считаю, без этого нам нет продвижения вперед. Для этого мы должны поднять роль в любом уголке, в селе, в деревне, в городе, районе, в стране в целом. Роль старейшин. Слово старейшин, не сегодняшний старейшин, пускай никто не обидится на меня, не сегодняшний старейшин, кого мы имеем, там много заслуженных людей, поддакивать, там подстраиваться под кого-то. Совет старейшин, старший человек никогда это не делал и не должно быть. Я извиняюсь, если кто-то на это обижается. Совет старейшин, голос Совет старейшин должны слышать народ и глава государства. Леонид Юрьевич, продолжая вашу тему, Институт Совета Старейшин работает в Абхазии давно, и этот институт всегда обладал таким авторитетным голосом. Я так понимаю, исходя из вашего ответа, вы считаете, что вот последние годы авторитет немного ослаб, о чем идет речь, и вы как-то предусматриваете укрепление Института Старейшин в случае вашего избрания на пост президента страны? В первую очередь я хотел бы сказать волнующий момент. Несколько дней тому назад, вы знаете, 9-10 день, сегодня голодающие, наконец-то, чего они добивались. Я несколько раз там бывал, мы сопереживали. Да, любой гражданин Абхазии переживал за этих людей, они наши граждане. Не дай бог что-то с кем-то случилось бы. Сегодня, слава богу, нашли точку соприкосновения. То есть депутаты, насколько я знаю, наверное, так и есть, завтра собирают сессию и примут этот закон, как и требует народ. Народ носитель власти, поэтому надо слышать и видеть. А институт
совет старейшин, еще раз вот просто с удовольствием говорю, в любом уголке должны быть там достойные, очень порядочные, заслуженные. И слово, то, какое решение не примут, должен слышать народ, выполнять, исполнять и глава государства. Для этого мы их роль должны, у нас это в программе есть, мы должны все это просто возобновив, восстановив, самое главное упор делать. Любое происшествие, любой проступок, любое знаете, у нас традиции, обычаи очень интересные, но есть и другие народности. Мы их тоже должны, вот мы должны вместе с нашими традициями, обычаями, совмещая и их традиции, зная, видя, все это вот вместе должны проводить. А слово, что, какое решение они должны на всю ситуацию влиять у себя в регионах. И какое? На поруки возьмут, поругают, на исправление, на путь истины. Вы знаете, вы видите, какое безобразие у нас творится во всех уголках. Совет старейшин, слово их должны выполнять, должны слышать, и все органы. А это делается как? Любой руководитель любого уровня, в первую очередь глава государства, он должен прислушиваться и бывать, и авторитет их он должен поднимать. И не для того, чтобы ему кто-то там служил и так далее. Если надо будет, и главе государства совет старейшин должны указывать. А не как я некоторые кадры в предвыборных делах вижу, когда спровоцированы властями, недавно событие вы знаете, когда стоит уважаемый человек, председатель парламента, около 80 ему лет, и молодой кандидат там, поучая, выступал, а он скромно стоял сзади. Это не наши традиционные дела. Надо наши традиции и обычаи не забывать. Надо старших уважать. Да, Леонид Юрьевич, как раз вы заговорили о парламенте. В недавнем нашем эфире вы заявили о том, что обратились к парламенту с просьбой доработать статью, закон о выборах президента. Скажите, пожалуйста, вы этот вопрос держите на контроле? Какая была реакция у парламента? С первого дня на съезде, после съезда, после регистрации я обращался к народу Абхазии, к парламенту, письменно, во всеуслышание. Я тогда, и повторяю еще раз, любой чиновник, тем более глава государства, любой чиновник, идущий во власть, служить своему народу, должен заполнять декларацию на себя и на членов семьи. Но что здесь сложного? Почему так не должно быть? Если ты идешь во власть, будь добрым. В нашей программе это есть на конкурсной основе. В году 2 раза любой чиновник будет отчитываться перед своим народом. А глава государства и вице-президент 1 раз в году. Поэтому должно быть все прозрачно. Будет специальный сайт создан. Все, что двигается, все, что делается на телефонах граждан Абхазии будут. Сколько заработали, сколько в казне, сколько чего, сколько на индексацию пенсии наши жалкие пойдут, на зарплату учителей, врачам и так далее, и так далее, и так далее. Все это будет видно, и каждый чиновник должен отчитываться. Ну и самое главное, знаете, это 20-я статья декларации, то есть доходов чиновников, народных депутатов, они также избираются как глава государства. Но и в 19-й статье не определены, как наши граждане, как голоса наших избирателей будут подсчитываться на 2-м туре. Но в конце концов, но для чего мы создаем прецедент? Для чего мы идем опять к конфронтации, ведем свой народ? Но они же там все компетентные люди, уважаемые люди, их народ избирал. Потом спросят, если не дай Бог, мы вчера это прошли, хотим завтра, чтобы повторилось. Я с этими вещами всегда говорил, открыто говорю и буду говорить. Леонид Юрьевич, вы также в рамках того же эфира заявили о том, что выборы, дату голосования необходимо перенести еще на 1 месяц в связи с резким ухудшением здоровья одного из кандидатов в президенты Аслана Бжани. Считаете ли вы этот вопрос актуальным на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день актуальным или нет, я не вижу смысла уже. А тот период, когда не как заявил один из кандидатов, мы
двумя штабами будем решать. Это Адгур Ардзанба заявлял, это его молодость говорит. А я заявил это искренне от души, и чисто по-человечески, когда я пришел на эфир на прямой мой, то отведенное время, я тогда искренне сказал, любому человеку свойственно. Это не закон, не прописано где-то, но чисто по-человечески, что решает месяц? Но слава Богу, он вроде выписался, но человек больной. Человек больной, ну надо ему, я посчитал нужным, посоветовать со своими близкими, со штабами, тогда я с таким предложением вышел с таким предложением. Вы понимаете, а тогда начали все, я извиняюсь за такое слово, умничать начали. А в 2019 году что было? С июля на август, 25 августа не эти же парламентарии выбирали, не этот же спикер тогда был. Но как-то мы забываем с памятью. Полгода тому назад это было. Я что хотел бы сказать, связано с нашим коллегой, с уважаемым Асланом Георгиевичем. Я ему желаю скорейшего выздоровления. Если так случится, дай Бог, чтобы у него все получалось, но я хочу просто искренне, по-человечески одну вещь сказать. Не знаю, как у него будет складываться все, я не врач, я как друг, как товарищ, мы давно с ним общаемся, да, чуть-чуть наши пути разошлись, там непонимания были, но это мелочи, мы взрослые люди. В первую очередь народ, когда окажет доверие нам, если окажемся у власти, да, придем на работу, я первое, что сделаю, сразу же первая команда будет дана расследовать, поднять все материалы, что случилось в 2019 году. И всему населению, родные, близкие, это, у него родные и близкие есть, у него есть сторонники, они должны знать правду. Это первое. И второе, я призываю всех, и одна, и два штаба. Мы третья сторона, я третий кандидат. Для меня нет ни чужих, ни левых, ни правых. Я извиняюсь, что так говорю. Я всегда нейтральный человек был. Я никогда не состоял ни в какой группировке. Я самостоятельный человек. Вот есть я и кандидат в вице-президенты. Меня никто за руку никуда не водит. И моим мнением никто не может командовать. Мною, то есть. И я поэтому говорю, я места никому не обещал, не распределял. Я это делаю умышленно. И сегодня это говорю, добро пожаловать. После выборов. Первое, по его здоровью, что было на самом деле в 2019 году расследование, и одновременно первый, второй день все здоровые силы, люди, которые хотят изменить ситуацию, сегодняшнюю ситуацию, сложную ситуацию в стране, сядем за стол переговоров, и кто что сможет, какой участок может повести вперед на конкурсной основе на 1 год, с отчетами, задекларировав все, что он имеет, его близкие и родные, и идет работать. Для меня разницы нет. У нас многонациональная страна. Мы должны всех попросить рядом встать. Вот тогда будет мир, не сразу, согласие, и мы многое изменим в нашей стране. Еще раз говорю, ситуация непростая. Я с чего бы начал бы после этого, после вот этих первых шагов? Во-первых, в первую очередь, кандидат в вице-президенты Хашба Виктор Шамилович, уважаемый человек, взрослый человек, он на пару лет старше меня, но он очень опытный человек, и экономический блок он хорошо знает, в стране его знают все, и неплохо у него эта часть получается, область, и он как вице-президент, ему будет вменено кураторство экономическим блоком. Потом МВД, Служба государственной безопасности, Министерство обороны. Они будут нацелены, все, что необходимо. Им будет предоставлена спецтехника, обмундирование. За счет каких средств, Леонид Юрьевич? За счет внутренних средств, я скажу, откуда это взять. Во-первых, у нас финансирование идет с Российской Федерации. Из внутреннего резерва, из бюджета до сегодняшнего дня рубль не предусмотрен для силовых структур. Это неправильно. Хотя бы с несколько миллионов мы эти деньги найдем. Где нет силовых структур, там нет страны, там нет государства. Вот 3 силовых блока будут все, что необходимо, подняв заработную плату, добавив еще, чтобы они ни в чем не нуждались, защитит их семьи, близких, родных, а потом никаких спецподразделений,
не будут. Это у нас в программе. Никакого ГСО, никаких полков, никаких ОМОНов. Все будет Национальной гвардии. Количество будет оптимальное, понятное и так далее, и так далее. Вы, как знаете, более 18 тысяч людей государственного управления. Но для нашей небольшой страны нет такой надобности. Я извиняюсь перед теми, кто, они ни в чем не виноваты. За 5-6 тысяч рублей работают из года в год. Президенты меняются, министры меняются. Они как получали мизерную заработную плату, нищенскую, так не их вина. Мы их нацелим на другие. Нам надо это все сокращать. Надо, вот посмотрите, в кабинете министров, в администрации параллельных структур 5, 6, 7, 8. Для чего? И есть администрация президента, и все, никаких аппаратов. Есть экономический отдел в администрации, и так далее, и так далее, и так далее. Леонид То Юрьевич... есть надо все собрать в один кулак и все это направить на благо наших людей. Леонид Юрьевич, я так понимаю, вы говорите об оптимизации штатов. Конечно, Получается, что конечно. вот параллельные структуры необходимо устранить. Конечно. Куда планируете устроить людей, которые останутся без работы? Вы понимаете, эти люди пойдут в народное хозяйство, поднимать сельское хозяйство, поднимать экономику, поднимать производство и так далее, и так далее. Люди грамотные, молодые, но он такой, не должен он просто отбывать. Не его вина, еще раз говорю, я извиняюсь, что так говорю, мы людей обеспечим работой, нацелим, надо нам поднимать все, что мы имеем. Ну, получается, Трудовой кодекс на самом деле ведь предусматривает равнозначное предложение. То есть, если человек работал начальником какого-то отдела в министерстве, ему нужно предложить равнозначную должность. Мы все это будем смотреть. Это технические вопросы, я не вижу проблем, но вот такое количество чиновников в нашем государстве не должно быть. Еще что я хотел бы сказать, вот такой очень острый вопрос недры. Нефть, наша земля и природные ресурсы. Мнение нашей команды, у других команд мнение вы знаете, не хочу повторять, народ знает, они хотят нефть добывать, этим экономику поднять. Как экономику поднять, я позже скажу, если дадите мне такую возможность. Нефть мы 27 лет не добывали и не должны добывать. Земля у нас не продавалась и не будет продаваться. Недры мы бережно должны к своим недрам, богатству относиться. Референдум через несколько месяцев после выборов, в случае оказания доверия, мы это все поставим на повестке дня. Народ скажет на референдуме «нет», этот вопрос будет закрыт. Что касается наших недров. Вот посмотрите, мы на побережье Черного моря живем. Но что происходит? Ну, в Турецкой республике вот такую рыбу так можно ловить? Нет. Мы этих вещей, вот такого, какой доход имеет, мы все это будем изучать. Сколько заводов построено. Я не говорю, что эти заводы построены, то есть закрыты будут. Какая необходимость? Во-первых, бороздить по нашим акваториям такие корабли, уничтожать все, что там есть. Я с экологами тоже разговаривал и знаю картину. Этих вещей не будет. Мы все будем делать продуманно, советуясь со своим народом. Все будет прозрачно, все будет через народ. Народ – носитель власти. Вот посмотрите, ни одного магазина, 2-3 магазина, район большой, город большой. В Очимчирах магазин рыбный должен быть. У нас достаточно рыбаков, рыбколхозов. Мы все, это все аккуратно, и программы, и все целевое мы все сделаем. Магазины, чтобы элементарно Очимчира, Сухум, Гудаута и Гагра. Насчет природных ресурсов и экономики. Неужели цементный завод нельзя построить? Я лично имею друзей. Они приедут, цементный завод построить. Лес. Очень легкое дело. Они построят для себя или в смысле помогут построить? Нет, помогут построить, если на условиях выгодных для государства мы строимся, мы все, свой цемент будет. Нам не надо везти из другой страны. Вот лес.
вырубили кряжи, кругляки, отправили за бесценок, уходит за границу. Нет. Где у нас пиломатериалы, стройматериалы, где балки, где доски? Я не хочу туда углубляться, я это хорошо знаю. Почему у нас стройматериал весь привозной с Дальнего Востока, с Уссурийска? Неужели мы такие самые? Посмотрите, у нас можно клей делать, у нас можно, все, что необходимо для строительства, можно здесь создавать. Для этого мы будем создавать гранты, мы будем создавать программы. Не так просто, будет служба специально создана. Сколько необходимо людей, вот вы же говорите, куда эти люди пойдут, высвободившись. Они пойдут зарабатывать деньги и делать полезное дело. Вот захотел человек лесом заняться, захотел рыбой заняться, захотел выращивать, захотел одно, второе, третье создать для внутреннего рынка, а потом эта служба разрабатывает ему программу, покупает все, что необходимо за государственные деньги. Создается предприятие, крестьянское фермерское хозяйство, и эту продукцию, выбирая, сертифицируя на внутреннем рынке и проводя всевозможные ярмарки, на внутреннем рынке мы условия создадим. Сегодня весь рынок занят. В городах и районах не надо, купленные, оформленные, на здоровье. Не собираемся мы это трогать. Рядом создадим условия, чтобы свою продукцию крестьянин привез, реализовал. Вот эти по программе государственные, деньги, которые будут выделяться, он заработал, они от 1 года до 3, до 5, там смотря какое производство. Помогая реализовывать внутри и за пределами, когда он деньги эти заработал, возвращает. Это целевые деньги, никаких там процентов, возвращает. Это предприятие, это организация небольшая, 10, 15, 20, это в зависимости. Это уже его собственность, но эта служба будет контролировать и дальше, как организовываться будет работа. Вот смотрите, крестьяне, самая большая проблема. Слушайте, пахота. Но не имеет крестьянин, наш сегодняшний день, не имеет возможности от 30 до 50-60 тысяч обходится вспахать, посеять и так далее. Я знаю, что такое деревня. МТСы, техника в каждом районе будет. Необходимая заработная плата механизатору. Крестьянин не имеет отношения к этой технике, к дистопливу, к ремонтным делам и так далее. Вспахали, посеяли, убрали убор. К чему говорю? Все это мы тихо-тихо вернем. Мы должны оживить дороги, электроснабжение, школы, сады. Стыдно уже об этом говорить. Но мы в деревнях в первую очередь должны все это привести в соответствие. Леонид Юрьевич, вот вы сказали с самого начала нашей беседы о повышении зарплат сотрудникам правоохранительных структур. Вы сказали о том, что будет развиваться рыболовство, строительство магазинов и возможно, заводов. Заводы производственные, вы привели в пример клей. Вы также сказали о том, что будет зарплата, там, обеспечение необходимой спецтехникой, зарплату человеку, который будет эту технику. В какие сроки, вы думаете, это возможно реализовать? И возможно ли вообще вот взять и все это, в принципе, поставить на рельсы? Но, вы знаете, во-первых, за счет каких средств, я имею в виду? В первую очередь дисциплина. Для этого полгода, год не нужно. Я знаю, как это делать. В течение короткого времени наша беда какая? На дорогах, в городах и районах. Вообще в любых структурах у нас нет дисциплины. Никто закон не хочет соблюдать. А на самом деле наш народ очень законопослушен. Просто надо одинаково относиться, ставить задачу перед силовыми структурами. Люди, народ простой должен знать, что ты от него хочешь. Вы были министром внутренних дел. Вы вот можете сказать о том, что вы ко всем относились одинаково? Я всегда относился, я не единожды был, я 3 раза приходил в органы внутренних дел, когда начальником МВД был замминистра, и дважды министром внутренних дел, я всегда одинаково относился, и поэтому многие вещи получались, хотя кругом
я имею в виду, начиная от президента, но я не могу при Сергее Васильевиче сказать, потому что этот человек, 2 вопроса ты ставил, он 22, просто наперед, вдогонку. С ним очень удобно было работать. А так приходилось мне, но все равно личный состав, верен нам подразделение. Люди делали, знаете, самое. Но это в круглосуточном режиме. Почему мне приходилось и не спать и так далее. И здесь также. В случае доверия, прихода нашей команды во власть, конечно, здесь, ну, простым языком скажу, надо будет пахать, надо работать всем. Леонид Юрьевич, да, если можно, Леонид Юрьевич, выборы прошли совсем недавно, это вот выборы, которые были осенью, вы были один из кандидатов, набрали минимальное количество процентов, получается, абхазский народ вам не доверил будущее своей страны, не увидел в вас президента. Почему вы думаете, что спустя такой короткий период ситуация изменится, и что вы лично для этого сделали? Ну, во-первых, выборы как проходили? Я не собираюсь объяснять, и вы знаете, и люди знают. Во-первых, было кандидатов 9-10. И каждый кандидат, человек 6 из кандидатов, да, какие возможности находили, какие дороги бетонами заливали города, поселки, районы. Это здорово. И сегодня, кстати, это продолжается. Не в таких масштабах, но если наш народ... Есть какие-то конкретные факты? Нет, вы а как нету обращались в конкретно? ЦИК? А люди это зачем? А вы в ЦИК обращались? Да, не обращался и не собираюсь обращаться. Это люди знают. Для чего это известные факты? Новый район был залит бетоном. Нет, везде. я имею в виду сейчас. Нет, сейчас тоже я могу во многих местах назвать, где за дорогу делают, там фонари вешают и так далее. Я электриком не был, никогда и не буду. Строителем никогда не был и не буду. Глава государства или руководитель высокого ранга имеет, надо знать целиком, то есть что надо делать, самое главное. А узковедомственно многие вещи, да детально, как гвоздь забить в бетон. Надо уметь же, дерево как забить, я знаю, вот бетон надо специальные насадки иметь и так далее. Я к чему говорю, есть до этого специалисты. Вот поэтому... люди будут призваны знающие, и контроль будет. Самое главное, задача будет поставлена, они это будут делать. Но не считаете ли вы кандидат в президенты Республики Абхазия, не считаете ли вы своей обязанностью обратиться в Центр избирком, либо какие-то профильные структуры, если вы стали свидетелем такого нарушения в период предвыборной кампании? Это же говорит о правовой осознанности и нашего гражданского общества в том числе. Но знаете, во-первых, я считаю это ниже своего достоинства. Это первое. Второе, я себя уважаю, я не хочу многонациональный наш народ этим как-то задевать. Но знаете, если и сегодня это происходит, я повторяю, если наш народ захочет иметь такого президента, да, который захочет нефть продать, недры наши пользоваться на свое усмотрение, недрами, землю и так далее, то сегодняшнее положение, кто хочет, и одна, и вторая команда, они не отрицают. Я не говорю Бжане, у него в команде есть, которые не отрицают. И точно так же у Адгура. И также издеваться над энергосистемой, я расшифрую, понимаете, и также издеваться над энергосистемой. Вот то, что нам говорят, что вода, уровень воды влияет на наш свет и так далее. Да, наверное. Но я вам другое скажу. Вот, я другие примеры вам привожу. Во-первых, за электроэнергию мы в первую очередь, у нас это есть, и я уверенно говорю, и я вам это расшифрую сейчас коротко. Во-первых, нуждающие, пенсионеры, инвалиды на 50% мы сразу должны освободить от уплаты. А со временем, когда мы эту систему наладим, а как я скажу, когда наладим всех крестьян, мы должны освободить, у нас своя электроэнергия. У нас 4 перепадных станции на Ингургес. Вот те деньги, которые на переток
Вот нам свет дают постоянно, и для чего это сделано, тоже скажу. 600 миллионов, за это 600 миллионов 2 перепада можно было отремонтировать потихонечку. 1, 2, 3, 4. Они вырабатывают одна станция 80 мегаватт. А куда уходят эти 600 миллионов? Я сейчас скажу. 80 мегаватт. Вот 4 по 20 одна вырабатывает, 80, а в году около 700 миллионов мегаватт. А вы представляете, это какое количество? Мы можем и дальше продавать и так далее. А куда уходит? Вот Сухум ГЭС у нас работает сегодня. Вот работает у нас Афонский ГЭС. На Сухум ГЭСе более 50 аппаратуры стоит. Это майнинг, называется 20-тонки. Они прямо на выходе стоят. Фермы вы имеете в виду? Фермы, майнинговые Да, фермы. майнинги, они 20-тонкие, это фермы, они вот работают на чей-то карман. Это без меня народ знает. Я не должен называть фамилии и так далее. Это кому принадлежит, Ну, не прекрасно мог не знает. спросить, Нет, понимаете. я, если хотите, я это тоже скажу. У меня проблем нет. Дальше. Здесь более 50. Недавно пришли вагоны. Уже разгрузили в Вилорском направлении, с НГРГ что идет. Там было их немного, 5, 8, 10. Сейчас их будет более 50, до 100 доведут. Вот, пользуясь моментом, как недавно нефть начинали добывать, вот сейчас доведут до 100. И вот что идет электроэнергия с Ингур, у нас же свет не доходит, 220 не доходит же, 140, 160 и так далее. А почему вот это организовали сейчас? Майнинг. Как криптовалютчики работают, переживают. Но у нас ток непостоянный, поэтому они договорились с Российской Федерацией. Я говорю достоверно, на любом уровне могу это сказать. Я прямо открыто говорю народу своему, многонациональному. Вот они российский ток попросили, 600 миллионов не доступит по инвестпрограмме на сады, школы, на всю инфраструктуру. Эти 600 почему? Почему российский ток попросили? Чтобы майнинги работали, вся эта аппаратура работала, на карман многих людей свет должен постоянный и качественно. Вот почему свет переключают. Леонид Юрьевич, спасибо большое. Продолжим тему. Ваши оппоненты, кандидаты в президенты Республики Абхазия, они ездят по селам, городам, районам, встречаются с местными жителями, декларируют какие-то тезисы своей программы. Я, насколько понимаю, вы не ездите с гражданами Абхазии, не встречаетесь. Почему? Хороший вопрос, кстати, это очень своевременный. Я извиняюсь перед нашими избирателями. Вот, полгода тому назад я провел более 50 встреч по всей Абхазии. Это полгода тому назад было. Нет необходимости, уже люди устали. Меня рекламировать или мою программу рекламировать, я вот здесь практически все сказал, что я хочу сделать. Навести порядок, закон должен быть. Да, закон должен быть одинак для всех, закон должен работать для всех. И все, что мы имеем, сохранив, закрыв доступ к наркотикам, те люди, которые здесь живут, чтобы их лечили, они такие же граждане наши, к этой теме я еще вернусь. Я к чему говорю? О встрече. Пускай меня простят наши избиратели вот, за то, что я их не побеспокоил на этот раз, я уже везде был. Это кто новичкам, им надо было поехать и правильно. Я считаю, потому что я эту всю работу провел. Я, правда, по Квачах побывал, потому что кандидат в вице-президенты там жил, в школу ходил. Но и в Гудаутском районе, во многих местах я эти встречи проведу в ближайшее время. Но мы по какому пути пошли? Вот здесь короткая программа, тезисы. Программа пишется после выборов, умных людей, знающих, сажают, и концепцию развития на 5-10 лет это все граждане с любых команд будут участвовать в этой разработке этой концепции, программы нашей дальнейшей. А здесь тезисно изложено. Вот мы сегодня я с молодежью встречался. Проблемы молодежи обсудили. Проблемы женщин обсудили недавно. В эфире это было, в соцсетях. Все это мы в случае победы, доверия 2021 год, 2021 год объявим годом женщины, годом матери. И вот мы вот так по программам. Следующая встреча будет с
ветеранами. То есть вот так поэтапно, по блокам, не отвлекая людей, люди уже устали. Я знаю, как встречи в многих местах. И знаете, что не нравится? Вот это, наверное, это молодым нравится. Но 18-летним, 18-летним тоже уже не обманешь. Вот эта вереница. Знаете, сегодня много людей, которые на хлеб денег не имеют, не могут купить. Это мы виноваты. Мы довели наших граждан до этого. Я не знаю, в чем я виноват, но я тоже виноват. Но я иду на этот пост, баллотируюсь для того, чтобы это исправить. По 20-30 машин, эскорт. На последних моделях, на здоровье. Я никогда никому не завидовал. Но нельзя такие вещи. По 100-150 в деревню приезжают. Во многих, в Адхарах скандал был. Во многих местах скандал какой. Это, знаете, абхазы, вообще людей нервировать, нельзя. Я, честно говоря, езжу, я не нуждаюсь в рекламе. Если люди меня знают, не знают, ну а что? И к чему говорю? Я 5, 6, 8, 10 человек больше не ездил и не буду делать. Еще раз говорю, некрасиво. Нам надо как-то уже себя скромно вести. А вот завтра примут о декларировании доходов и так далее. Это будет здорово. Будет легко. Не примут даже, не приняли. Вот это уважаемые люди, которые голодали, не пришли бы к этому, не подвели бы, да? Я все равно. Мы пришли, да, работать. Мы с первого дня это вопрос поставили. Леонид Юрьевич, я вот обратил внимание, время лично для меня пролетело очень быстро. Что? Есть еще один вопрос, который, мне кажется, важно задать. Вы перечислили очень много моментов, которые требуют финансового вложения. Бюджет страны уже принят. Следующее принятие бюджета через год. Получается, что целый год никаких нововведений, предложений и идей воплотить не получится? Или вы будете действовать какими-то другими путями? Первое, мы курортная страна. Как раз мы успеваем. Вы посмотрите в последнее время, кто нам едет. Во-первых, инвесторы наши, 2 закона будут приняты. Закон о защите инвесторов, первое. И второе, закон об обманутых инвесторов и дольщиков. Мы позовем людей, которые приехали несколько лет тому назад, вложили в нашу экономику, построили и так далее, мы их выгнали. Изучив, там не все везде гладко, изучив, если надо, мы извинимся перед этими людьми и попросим, чтобы они продолжили. А наши инвесторы, знаете, местный инвестор, почему его надо защитить? И местного, и зарубежного. У нас в городах и районах, в Российской Федерации, в Москве, наша диаспора большая. В первую очередь, когда вот здесь будет закон и порядок, и наши инвесторы местные приедут, создадут условия мы создадим, гарантом государство является, президент является. Когда мы условия создадим элементарные, приедут и будут строить тихо, спокойно, создавая рабочие места, создавая производство, небольшие, большие, разницы нет. Надо с мелкого начинать. Нам большие не нужны. Тогда, когда он будет защищен, создавать эти условия, местный все, что заработает, оставить здесь. Но и извне зарубежные инвесторы, они должны быть защищены. Точно так же у нас впереди курортный сезон, повторяюсь, отдыхающие. Мы должны гарантировать, мы должны обеспечить, мы должны сделать так, чтобы ни один человек их не обидел. Встречая вот так с распростертыми руками, добро пожаловать. Я это делал, вот знаете, у въезда телефоны министров, заместителей, начальников милиции, горрайорганов. Мне в день в начале звонили по 50-100, можно было с ума сойти. Но это надо, доверие, люди устали, и люди поедут. У нас, посмотрите, какие санатории, дай Бог им здоровья. А какие поступления, посмотрите, это удвоит, утроит, вот откуда пойдет. И зарплата, и пенсия. Пенсию мы должны индексировать каждый месяц, вот несчастные 500 рублей. Хотя бы каждый месяц 1000 рублей, по 1000 поднимая, и зарплаты мы все приведем. К чему говорю? Посмотрите, какие апартаменты, какие гостиницы. А почему они пустуют сегодня? Потому что закона нет, порядка нет. А кто закон может сделать, порядок сделать? Понимаете, как-нибудь во власть нельзя идти. Вот те люди, которые в командах, посмотрите, там большинство, я их призываю рядом встать.
после выборов. И сегодня, и завтра. Вы понимаете, вот эти люди дадут работать? Наводить порядок Леонид дадут? Юрьевич, я вам хочу сказать, что каждый ваш ответ влечет за собой вереницу вопросов с моей стороны, но, к сожалению, времени у нас мало. Мы должны перейти с вами к блиц-опросу. Неужели так быстро закончилось? Да, и для меня тоже. У нас блиц. Я еще многое хотел сказать. У нас с вами блиц. Но сделаем. Леонид Юрьевич, мы в эфире. У нас блиц. Вы нарушали правила дорожного движения и оплачивали за это штрафы? Честно говоря, не помню. Вы много лет занимали разные высокие должности в правительстве страны. Вы когда-нибудь покупали на государственные деньги какие-либо вещи для личного пользования? Нет. Ваш любимый писатель и какое произведение этого писателя вы любите больше всего? Фазиль Абдулович. А произведение? С Андреевичем. Сколько стоит хлеб? Хлеб? Да. Не Буханка покупаю. хлеба. В какой стране вы последний раз отдыхали и когда это было? Так, последний раз, пару лет тому назад, ну, в Турции давно не езжу, любил, кстати, пока ребенок, сын маленький был, ездил туда. Последний раз даже не помню, где был. Я люблю ездить с друзьями на машину, там, неделю. Мы иногда в Европе, где был последний раз, не был. Ну, я был, я не отрицаю. Вы готовы простить предательство? Предательство? Нет. Леонид Юрьевич, у вас осталось около 2 минут. Пожалуйста, вы можете обратиться к избирателям в эту камеру. Уважаемые наши граждане, вы устали, но я хотел бы просто, обращаясь к вам, сказать еще об одной вещи. Если вы хотите, чтобы все, что осталось, немного осталось в стране, нефть, землю, природные ресурсы, чтобы разбазаривали, и в одной, и в другой команде многие мысли вы слышали и знаете. Я иду, баллотируюсь президенты для того, чтобы то, что мы имеем, сохранить, то безобразие, которое творится в стране, исправить вместе с вами, исправляя, идти шаг за шагом, советуясь, согласовывая все действия, подбирая, набирая людей с любых команд, объединяя наш народ. Я хочу в такой стране жить. Я хочу с такими людьми работать, которые честно, добросовестно, декларируя на 1 год на контрактной основе, идти в ногу со временем. И наш народ заслуживает многое хорошее. Молодежь прекрасная. Знаете, мы пока делим места, молодежь ближайшие 25 лет отданы сами себе. Я их не оправдываю, их поведение. Но понимаете, они остались неудел. И волей-неволей они занялись многими другими вещами. Мы это все должны остановить. Наркотики в Абхазию не пойдут. Наркотикам будет конец. А те, кто поражены, мы построим лечебные учреждения, мы будем лечить. Это такой же больной. Это семья несчастная, где наркоман, где, ну, случилось так. Я их не оправдываю, но мы, взрослые, виноваты. У нас есть отрезок времени моего поколения. Мы должны вот это наладить и передать, подготовив молодых людей, резерв кадров, молодое правительство, Леонид много Юрьевич. планов. Мы вот так только поведем страну вперед. Леонид Юрьевич, искренне желаю вам успехов. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях был кандидат в президенты Республики Абхазия Леонид Дзябшба. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Спасибо.